Селям алейкум, сайхлы достлар! Приветствую вас, дорогие друзья! Джанлы Студио на телеканале АТР, и с вами я, Алия Хаджабадинова. Сегодня мы в гостях у Марины Захаровой, у прекрасной Мариниты, которая будет радовать нас сегодня своей музыкой. Селям алейкум, Маринита. Алейкум селям. Очень здорово находиться вместе, где рождается прекрасная музыка. Спасибо. Спасибо, что пригласила нас в гости, очень приятно. Спасибо. Расскажи нам, пожалуйста, о своих первых шагах в мир музыки. С чего все началось? С чего все началось? Ну, когда я была совсем маленькая, и мне было 10 месяцев, мои родные утверждают, что я пела, хотя еще не могла разговаривать. Повторяла колыбельную, которую пела мне моя бабушка, но без слов, потому что говорить еще не умела. Ну, потом, наверное, как у многих профессиональных музыкантов, был путь. Сначала музыкальная школа, потом музыкальное училище, я закончила теоретический факультет, потом Харьковская консерватория, это теоретический факультет, и закончила я джазовое фортепиано, эстрадно-джазовый факультет, это Харьковская консерватория. Ну, а потом уже начались какие-то поиски себя и профессиональная жизнь уже. Ну, как у любого артиста, да. То есть это, в общем-то, как у всех, да. Какая самая первая авторская композиция? Первая авторская композиция – это, наверное, трилогия «Три хвилі часу» и зонг-опера «Проповедник». И в одном из наших альбомов «У фокусе часу» вышли арии из этой оперы. Как началась твоя профессиональная музыкальная жизнь? Ну, я думаю, что профессиональная музыкальная жизнь моя именно как исполнителя началась с группы «Анно Домини». Это была группа, костяком которой были я и мой муж. Он писал тексты, я играла, ну, как всегда, играла на фортепиано и пела. И с нами еще были разные другие музыканты, которых мы приглашали. Это был и Дима Горелик, гитарист из Израиля, и многие другие ребята. И эта группа «Анно Домини» именно с таким брендом и с таким названием просуществовала до 2008 года. Мы очень много ездили, то есть это, вот, скажем, с 2002 по 2008 это была эпоха «Анно Домини», много концертов. Эпоха Мариниты, да, началась с 2010 года, да? Потом же началась эпоха Мариниты, да. Причем вот что интересно, что «Анно Домини» просто переросло в Мариниту. Это не стало каким-то совершенно новым, совершенно другим проектом. Вот. Просто так получилось, что уже 12 лет я играю со своим другом Орханом Агабейли, и мы с ним опять-таки составляем основу группы. Всех остальных мы приглашаем, мы сотрудничаем с разными музыкантами. Это и израильские музыканты, Марк Элиягу, Амир Перельман, Амир Шахсар, это венгерский гитарист Ференц Бернат, это крымско-татарский аккордеонист Шевкет Зморка. Это многие-многие музыканты. Но так как был какой-то период, когда я иногда могла выступать одна, то было бы странным, если бы объявляли на сцене «Анно Домини» и выхожу я одна. Вот, поэтому я взяла себе творческое имя Маринита. Это модификация имени Марина. Вот меня в жизни на самом деле называют Маринка, Мариночка, никто не говорит Марина. Вот, поэтому это одно из моих имен, скажем так. У тебя есть песни на языке ладино. Очень необычный выбор. Почему? Ну, это очень интересный вопрос. Дело в том, что моими предками со стороны отца и со стороны отца моей мамы были евреи. Польские, белорусские, украинские. Здесь у нас больше распространена традиция пения на языке идиш, так сказать, ашкеназская традиция. Меня же больше привлекла, тоже еврейская музыка, но более восточного направления, мизрахи, так называемая. И музыка сефардов. Кто такие сефарды? Это евреи, которые жили в Испании до 1492 года. То есть это были испанские евреи, слово «сфарад» на иврите означает «Испания». И когда в 1492 году Фердинанд и Изабелла подписали так называемый Гамбургский эдикт, согласно которому только католичество считалось единственной возможной религией в Испании в то время, а все остальные объявлялись вне закона, и мусульмане, и иудеи. Иудеи были вынуждены Испанию покинуть. И они расселились по разным странам. Это и Северная Африка, это юг Франции, Турция, Греция, Балканы. И вот прекрасный язык, на котором они говорили, называется иудейско-испанский, или сефардский, или он же ладino.
Ты играла с известным крымско-татарским аккордеонистом Шевкетом Зморкой. Как тебе работалось с нашей национальной музыкой? Это и работа, и удовольствие одновременно. Крымско-татарская музыка очень самобытная, очень яркая, очень красивая, поэтому получаю массу удовольствия. А с Шевкетом мы работаем и играем и сейчас, и я думаю, будем играть еще в будущем. Кроме того, кроме Шевкета, я еще сотрудничала с Рустемом Бари, перкуссионистом и флейтистом, ну и вообще мастером игры на духовых инструментах Наркетом Рамазановым. И с ними было записано «Галилея». Это наш альбом, еще под брендом Анна Домини 2008 года. В январе 2016 года вышел в свет твой диск «Маринита», на обложке которого изображены замечательные работы нашего крымско-татарского керамиста Рустема Скидина. Мне очень приятно, что именно крымско-татарский орнамент на твоем диске. Вы сотрудничаете вместе с Рустемом Скидиным? Да, мне тоже очень приятно, я очень люблю его работы, они у меня и дома висят, как вы видите. Рустем возит свои выставки, рассказывает о декоративно-прикладном искусстве крымских татар, и люди воспринимают это с большим интересом. Чем ты вдохновляешься? Ну, я на самом деле вдохновляюсь всем, что меня окружает. Это бывают вещи позитивные, это бывают вещи негативные. Конечно, еще вдохновением является и моя семья, мои дети, мой муж. Но я очень люблю разные музыкальные культуры. Меня часто спрашивают, каким стилем музыки я занимаюсь. Его можно охарактеризовать как global music. Композиции, которые я пишу сама, я пишу на украинские тексты, которые пишет Борис Захаров. Как-то так, мой муж, как-то так сложилось, что всегда он пишет по-украински с конца 90-х, и поэтому
все еще харьковчане, наши, так сказать, земляки, мы ведь сами из Харькова, они помнят, что с конца 90-х годов мы выступали, и наши композиции пели на украинском языке, ну и также пели разные английские, скажем, песни, ну и так далее. И песня «На орнаменте сходу», которую вы вместе написали, это ваша совместная работа? Да, это одна из наших совместных работ. Да. Ты мама 4 детей, у тебя замечательный муж. Какое место в твоей жизни занимает творчество? Творческий процесс идет в голове постоянно.
Другой вопрос, когда есть время на то, чтобы сесть, что-то сочинить, освободить свою голову от каких-то повседневных мыслей и забот. Я все равно стараюсь заниматься, ездить на концерты, на гастроли. Когда я уезжаю, то с нашими детьми остается бабушка. Вот. Так что одно другому на самом деле помогает, а не мешает. Ты выпустила 4 альбома. За спиной колоссальная работа с известнейшими музыкантами. Это участие и в конкурсах, и в фестивалях. Ты, наверное, делишься своим опытом, даешь мастер-классы. Я даю мастер-классы, и вот сейчас как раз собираемся проводить мастер-классы в Харьковской консерватории. Я только жду, вот, когда будут согласованы даты. Еще у меня был очень интересный мастер-класс в Израиле в джазовой школе «Джазовые дни в Мегидо». Это был такой как бы и фестиваль, там были концерты, и в то же время были мастер-классы. А мне это было тоже очень интересно. Не только студентам, которые пришли на этот мастер-класс, но и мне. Потому что не секрет, что израильское образование музыкальное очень на высоком уровне. И мне было интересно, какие там студенты, что они знают, что они учат, как они себя ведут. И то есть мне это было тоже очень интересно. Они раскрепощенные. Ты, наверное, у них тоже чему-то научилась. Да, я научилась, потому что когда мы учились, нас все-таки немножко зажимали наши преподаватели. Вот. А там сказывается, возможно, то, что нет обращения на «вы», там есть только обращение на «ты». То есть они относились ко мне с должным уважением, как человек, который приехал из-за границы, чему-то их учить, что-то им рассказывать и показывать. Но в то же время у нас не было дистанции, как у нас обычно бывает между учеником и учителем. И когда на следующий день после мастер-класса я пришла уже на концерт, они меня встретили тем, что они наигрывали мою песню. А какие твои дальнейшие творческие цели? Творчество – это сама цель. То есть я знаю, что, иншаллах, я знаю, что будут еще концерты, что будут еще поездки, будут концерты в Украине, будут какие-то записи, сотрудничество с разными музыкантами. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо тебе, что пригласила сегодня к себе в гости, что подарила всем нам прекрасное настроение. Спасибо большое, что вы пришли. Ну а на сегодня все. Джанло Студио еще не раз вас удивит. А с вами была я, Алия Хаджабадинова. До скорых встреч. Салых не калнас.